где око Аносплав находится в Краеведческом музее села Вильгард. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, кого вы считаете своим любимым учителем либо любимыми учителями? Добрый вечер, наверное, уже. Наверное, самой первой моей учительницей любимой была Зоя Саватьевна Вавилина. Это моя первая учительница, из-за которой, наверное, я и решил стать учителем. А вторым, наверное, моим учителем, которого я уважаю и считаю, что именно благодаря ему я стал историком, это наш историк Евгений Павлович Малиновский. Я всегда вспоминаю, как он мне, когда я был, по-моему, в 8 классе, разрешил провести урок, и я провел со своим классом, в котором я учился, я для них провел урок истории. И Евгению Павловичу понравилось, и он мне разрешил провести еще урок в параллельном классе. Так что опыт моей учительской деятельности был уже с 8 класса, можно сказать. И, конечно же, третьим моим учителем является Евгения Петровна Шиболкина, кандидат филологических наук, доцент, которая возглавляет наш клуб ученых уроженцев Сахтинского района, как я ее называю, мой вечный учитель. Ну и, конечно же, это Эмма Алексеевна Налимова, как говорю, моя муза, музейная муза, которая действительно, благодаря которой я стал директором Сахтинского музейного объединения. Ведь именно она сказала: «Теканчи некуда займы, кроме тебя никто не сможет». Спасибо, Эмма Алексеевна, за все, что ты сделал для района, для республики и, конечно же, для нашего музея. Вы сейчас являетесь кем? Директор Сахтинского музейного объединения. Мы сейчас находимся с вами в каком кабинете? В Музее истории и культуры Сахтинского района имени Эмилии Алексеевны Налимовой. А этот зал образования и науки, который в свое время создала Эмма Алексеевна Налимова, потому что благодаря ей был создан клуб ученых уроженцев Сахтинского района. Именно благодаря ей начали проводиться здесь у нас налимовские чтения. И здесь, конечно, большую помощь и второй соавтор этого проекта «Налимовских чтений» — это еще один мой учитель, это Мария Ивановна Бурлыкина, первый директор, можно сказать, музея просвещения Коми края при Сыктывкарском государственном университете. Так что учителей много. Так, можно посмотреть ваши экспонаты? Мне очень импонирует то, что вы сохранили парту начальной школы. Портфель, горны, ту одежду, форму учеников. Пионерская форма, да. Так, прокомментируйте вы. Здесь действительно представлен небольшой уголок, скажем так, советской школы, но не только советской школы, посмотрите, ведь эта школа была открыта, земское двухклассное училище было открыто еще в годы царской России, и обязательно должен был быть в школе портрет императора, и в данном случае портрет императора Николая II представлен в экспозиции этого зала. Так, здесь зеркало. Так, вот это как портрет. раз одна из моих учителей, которые я вам сказал, Евгения Петровна Шиболкина. Это тоже член клуба ученых Александр Григорьевич Порошкин, кандидат физико-математических наук, профессор. Калистат Фаларевич Жаков, работа Станислава Анхимовича Торлопова, великолепного нашего художника, Сергей Иванович Худяев, ректор Сыктывкарского государственного университета, при котором я учился как раз в университете на историка. Ну и это действительно Сахтин очень богат учеными. У нас более 70 ученых, и вот здесь представлена небольшая информация об этих ученых.
Ну и вот Здесь стоит отметить вашего земляка Худяева Сергея Ивановича. да, Его учителем был кто? Прасковья Ивановна Чисталева, да. которая была учительницей у моей учительницы Поповой Мы вспоминаем... Корчевой Марии да, Дмитриевны. мы вспоминаем- Поэтому получается, что Троицко-Печорский район и Сыктывдинский побратимы, Нювчим и Комсомольск-на-Печоре побратимы. Благодарю вас. Спасибо. Бур, быть добро.